Мы продолжаем дополнять информационную картину понедельника. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах. 43 населенных пункта Якутии получат комплексный план развития. В первую очередь план коснется Якутска и Нерюнгри. Амгинские школьники отметили выпускной. В этом году насчитывается 13 отличников учебы. В эти выходные в Хангаласском улусе состоялся Эсэх Иркени. Праздник посетили потомки выдающегося якутского ученого-этнографа Гавриила Ксенофонтова. Глава Якутии поручил разработать комплексный план социально-экономического развития 43 опорных населенных пунктов республики к 1 июля. К 2030 году планируется на 30% улучшить качество жизни в этих населенных пунктах по сравнению с 2019. В перечень опорных пунктов вошли 43 населенных пункта Якутии, включая Якутск, Нерюнгри, Найбо, Усть-Куйгу, Тикси, Нижний Бестях, а также районные центры и крупные населенные пункты. Программа охватывает 16 направлений – от обеспеченности жильем и коммунальных услуг до транспортной связанности и доступа к интернету. Для развития этих населенных пунктов будут использоваться инфраструктурные облигации, казначейские кредиты и механизм списания задолженности регионов по бюджетным кредитам. В Нюрбе организовали зональный семинар «Практикум. Поезд безопасности». В нем приняли участие делегации Сунтарского и Верхневилюйского района. Всего в первой половине дня семинар практикума прошли 59 человек. Одним из интересных моментов мероприятия стала практическая часть, где участники, разделившись на команды, выполняли разные задания. Разработчиками интенсив-курса стали специалисты Межулусного комплексного центра помощи детям и семье. Этот проект успешно реализуется в Нюрбинском районе не первый год. В первой половине сегодняшнего семинара провели семинарский курс, где мы презентовали сборник, который выпущен по итогам работы этого проекта «Поезд безопасности». А участниками стали представители органов системы профилактики вилюйских групп улусов. Из наших наслегов приехали представители, члены общественного совета наслегов. Один день из жизни Ивановской фабрики. В Национальной библиотеке прошел показ документальной киноленты режиссера Анастасии Ксенофонтовой. Короткометражный фильм «Фабричная этнография» рассказывает о таинственных событиях и загадочных людях России. Встреча организована в рамках творческой дискуссии «Док-кино Якутии». Картина стала победителем и призером престижных европейских кинофестивалей. В будущем правнучка первого якутского этнографа Гавриила Ксенофонтова планирует выпустить ленту об электронных музыкантах Петербурга. В документальном фильме, как правило, нет постановки, если это не историческое кино, не какая-то реконструкция. Это фильм наблюдения, и там абсолютно живые люди, которые жили свою жизнь. И тоже такой момент, они на самом деле сильно удивлялись, что я там снимаю, что там снимать. Может быть, для людей, которые просто живут жизнь, у них нету такого внимательного к ней отношения, в том смысле, что они не видят ничего необычного, любопытного. 7-й республиканский слет водителей-дальнобойщиков прошел в Намском улусе в парке культуры и отдыха Энсили. В мероприятии было задействовано более 500 участников из разных районов Якутии. Свою команду представили 12 улусов. В этот день наградили лучших водителей большегрузов, ветеранов-дальнобойщиков, отмеченные заслуги многих предпринимателей. В целом по республике насчитывается более 20 тысяч дальнобойщиков. Также во время слета провели спортивные соревнования. По итогам состязаний бронзу получили участники из Татинского улуса, серебро у команды усть-татинских водителей, золотые медали завоевала команда Чурапчинского района. Работаю как в сфере перевозок около 10 лет. Начинал вторым водителем сначала, у брата работал, потом уже сам своей дорогой пошел. Наверное, дружба среди водителей, дальнобойщиков крепче. Разных людей видишь. Что еще? Видишь виды такие, которые, например, человек с офиса никогда не увидит.
В Амге прошло мероприятие для выпускников школ района. В этом году школу окончили 172 человека, из них 13 отличников учебы и 104 хорошиста. Одним из важных событий стало участие выпускников в мероприятии «Капсула времени». Они написали себе письма, вложили вещи, которые будут напоминать им об этом дне. Они передали капсулу времени в Амгинский историко-краеведческий музей. Письма выпускников будут храниться в музее 20 лет. Откроют капсулу в год столетия Великой Победы. Конечно, да. Мы писали вот капсулу времени, и каждый писал от своего сердца, о чем он думает. Некоторые писали это выпускникам, некоторые писали себе, что хотели бы пожелать себе будущему или же выпускникам 2045 года. Я сама писала выпускникам 2045 года, пожелала им удачи. В Вилюйске открылась еще одна летняя школа при Краеведческом музее имени Петра Староватова. Руководитель, заслуженный педагог, лектор, экскурсовод Наталья Алексеева, которая проживает в микрорайоне Хомустах и собрала вокруг себя соседских ребят. В этой школе дети ходят на экскурсии по музеям города, памятникам, историческим местам и улицам своего микрорайона, узнавая много нового о родном городе, играя и проводя с пользой каникулы. Напомню, что в 90-е годы проект «Хомустахские ребята» был создан для многодетных семей и детей, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Это был трудовой лагерь. Хомустахских ребятах я узнал очень много о выдающихся личностях, как Гаврил Иосиф Чираев и Степан Максимович Аржаков. Благодаря хомустахским ребятам я могу знать очень много, и в следующих моих темах я могу использовать свои знания. Моя наставница Наталья Дмитриевна помогает мне в научных практических конференциях. Благодаря ней я получаю призовые места. Я очень благодарен ей. В Эмиконском районе создано 11 летних лагерей, 8 из них лагеря дневного пребывания. Наши коллеги побывали у ребят, увидели, чем занимаются дети, и приняли участие в празднике открытия смены. Далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. Здесь их выручит лагерь с дневным пребыванием, деятельность которого строится на основе программ, разработанных творческим коллективом педагогов. Наш летний оздоровительный лагерь называется «Планета детства». Мы начали работать с 4 июня. Охвачено 40 детей. Начинается наш день со спокойных игр, зарядки и завтрака. Дети питаются 5 раз в день, занимаются разными видами деятельности. Каждый день распределен у нас по темам. Мы уже успели посетить музей и библиотеку. В течение дня ребята рисуют, делают поделки, играют в спортивные игры. Второй в поселке лагерь дневного пребывания «Движение вверх», как нам рассказали, посещают 45 учеников. Создано 3 разных возрастных отряда. Во главе отряда педагог и вожатый. Ученицы старших классов Настя Щуклина и Катя Пастушок решили попробовать себя в роли вожатых. Занятия на лето – способ заработать и открыть себе новые таланты. И, наверное, научиться больше коммуницировать с детьми. Для родителей, наверное, это помощь и спокойствие за ребенка. Они знают, что он здесь, сытый, чистый, в безопасности и развивается. Лето – это маленькая жизнь. И прожить ее нужно так, чтобы и ребятам, и педагогам было интересно. Нужно снять накопившуюся за год усталость, восстановить здоровье, набраться сил. Это время развлечений, игр, занятий спортом и любимым делом, рассказывают мальчишки. Мы играем, рисуем, на площадке ходим, на стадионы, не ссоримся, все хорошо. Очень вкусно. То, что мы ходим гулять, сонный час, очень вкусно и классно спать, после того, как устал после очень хорошей прогулки. Ты ложишься спать и спишь аж целых 2 часа. И кормят тут очень вкусно. Лагерь дневного пребывания – это новый образ жизни детей, новый режим, новые друзья и занятия. Каждый день что-то интересное. Пусть это лето им запомнится. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. А в Хангаласском Улусе в эти выходные состоялся Исэх-Эркяне. На церемонии открытия были воспроизведены древние обряды народа Саха, изображенные на малтанской шкатулке XIX века. Праздник также посетили потомки выдающегося якутского ученого-этнографа Гаврила Ксенофонтова. Подробности у Виолетты Засимовой.
Эсэх Аркяне традиционно прошел в местности Ортодойду. В этом году здесь обновили центральную сцену, дополнительно возвели 2 крытые трибуны, каждая вместимостью на 500 человек, и установили круговое ограждение территории. Церемония открытия началась с театрализованного представления, основанного на сюжетах Малтанской шкатулки. Этот уникальный артефакт 19 века, изготовленный из бивня мамонта, был обнаружен в малтанском наследии в 2010 году. На его стенках изображены древние мотивы летнего праздника народа Саха. Там у нас изображены 5 женщин в самых таких теплых зимних комплектах. И они олицетворяют 5 зимних месяцев, начиная с октября. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. И в старину они, оказывается, предусматривали целый обряд. Когда вот снимают одежду, тогда вот только наступает лето. Почетными гостями Эсэха стали ветераны тыла, дети войны и участники спецоперации. Для них исполняющий обязанности главы района Василий Андреев организовал званый обед в своем тюгюльге. Среди приглашенных была 92-летняя Дария Федорова, ветеран тыла и труда из села Улаханан. В годы войны она трудилась помощницей пастуха, а позднее была удостоена знака «Лучшая телятница Якутская СССР». Очень понравилась мне церемония открытия Эсэха. Намного лучше, конечно, чем в старые времена. На Эсэх меня привезла дочка, чтобы я насладилась этой атмосферой. Очень рада, что я сегодня здесь. Впервые Эсэх Аркяне посетили Михаил и Анастасия Ксенофонтовы из Санкт-Петербурга, внук и правнучка выдающегося якутского ученого Гавриила Ксенофонтова. При жизни он активно занимался исследованиями истории и фольклора якутов, эвенков и бурятов. Среди его наиболее известных работ «Уран Хайсахалар. Очерки по древней истории якутов», «Эллиада» и «Шаманизм. Избранные труды». Меня удивляет тот момент, что этнография и фольклор, меня это все интересовало еще до того, как я узнала про такого прадеда. То есть это, видимо, как-то на каком-то уровне, да, через года, через такие километры это как-то передается. И я здесь, конечно, у меня от всего мурашки. Я слышу музыку, у меня мурашки, я вижу ритуалы, мне плакать хочется. В этом году Эсэх Аркяне проходил в течение 1 дня. Традиционно состоялись соревнования по национальному многоборью Хангылбаутурдар, конкурсы запевал Асоха, исполнителей Тоюк. Прошел также конкурс чтецов «Сердце солдата», а завершился праздник гала-концертом улусного фестиваля смотра «Победа, честь, память». Виолетта Засимова, Хангаласский улус. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.